Ассаламу алейкум, Муаква. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители канала. Это видео записывается 13 октября 2018 года. Вчера ночью только нам стало известно о том, что отменен митинг в Москве, митинг, согласованный правительством Москвы, который должен был пройти в Сокольниках сегодня с 11 до 15 часов. На митинг было заявлено и согласовано 1000 человек, и митинг планировался долгое время, но за ночь перед его проведением он был отменен самими организаторами. Мы об этом на канале тоже сообщали. Сейчас хотел бы прочитать то, что организаторы написали в Инстаграм. Внимание, отменен митинг в Москве 13 октября в защиту Моусура Хасаева. Дорогие друзья, рады сообщить, что наши требования и призывы к власти и общественности по делу Моусура Хасаева были услышаны. Власти связались с защитниками невинно осужденного Моусура и пообещали объективно разобраться с данным делом. Так, нам обещано, что дело Моусура будет передано из Екатеринбурга в Москву, где будет находиться под общественным контролем и пристальным вниманием правозащитников. В настоящий момент митинг 13 октября в парке Сокольники может только навредить нашему общему делу и конкретно нашему дорогому Моусуру. Цели нашего мероприятия в парке Сокольники уже достигнуты, поэтому митинг не состоится. Благодарим вас за поддержку и готовность помочь в трудную минуту. Без вашего внимания и поддержки мы бы не добились таких значимых результатов. Спасибо большое. Свободу Моусуру Хасаеву. Вот такое вот сообщение распространяется, выставлено в Инстаграм и распространяется по WhatsApp. Если кто не в курсе, для тех, кто не в курсе, дело в том, что в 2011 году в городе Екатеринбург совершено, по-видимому, заказное убийство. Убит человек, которого средства массовой информации часто называют армянским авторитетом. В общем, совершено убийство. И получилось так, что спустя, получается, в данном случае уже 7 лет, задержан человек из Чеченской Республики, молодой парень Моусур Хасаев. Казалось бы, совершено преступление, задержан человек, и как бы совершивший преступление, его вроде бы опознали двое охранников, по-моему, автостоянки, которая была неподалеку. Они видели его, как они говорят, метров с 50. Но есть очень многие нюансы. Во-первых, ночью человека в капюшоне, который выстрелил и быстро куда-то убежал, спустя 7 лет безошибочно узнают двое охранников, что само по себе очень удивительно. Обстоятельства смерти, обстоятельства преступления, вы чуть позже про них узнаете, они тоже вызывают массу вопросов, массу противоречий. Но самое интересное это то, что именно в эти дни у Моусура Хасаева умер родной дядя, и все эти дни Моусур Хасаев находился в селе Ведено и на похоронах своего дяди. Дело в том, что ближайшие родственники, там, двоюродные, троюродные, в обязательном порядке, где бы они ни находились, даже в другом регионе, как бы далеко они ни были, они приезжают домой даже в это время и обязательно находятся на похоронах. И все эти дни в течение недели люди обязательно должны там находиться, ближайшие родственники. И более сотни человек, как минимум, свидетельствуют о том, что они видели Моусура Хасаева во все эти дни на похоронах своего дяди. Вдобавок ко всему, Моусур Хасаев, он инвалид с детства, у него очень много проблем со здоровьем. Вдобавок ко всему, он никогда не выезжал из республики, он никогда не был в Свердловской области, и это же самое подтверждают, опять же, его родственники, знакомые. Очень много вопросов. Я, честно говоря, я знаю с весны об этом случае, тогда к нам обратились родственники Моусура. Мы обратились к представителю главы Чеченской Республики в Свердловской области, Салауди Мамакову, попросили им оказать возможное содействие там на месте. Но юридическими какими-то возможностями мы, к сожалению, не обладали, этим занимались сами родственники. Они привлекали юристов, они привлекали специалистов необходимых. И также
и депутаты Государственной Думы, и другие люди из республики нашей занимались этими вопросами, ездили в Екатеринбург. Но, к сожалению, до сих пор никаких результатов нет. Я хотел сделать видео по поводу Мансура Хасаева, долго собирал материал, но когда мне старший брат Мансура Хасаева, Шамиль, прислал ссылки на видеоматериалы, которые размещены на YouTube, и которые сделаны двумя разными авторами, я, конечно, понял, что ничего подобного я сделать никак не смогу. Я свое видео просто снимаю на телефон, делаю простейший вообще монтаж, выкладываю. Я не являюсь ни специалистом ни в монтаже, ни в съемке видеоматериалов. И когда я увидел эти материалы, они просто очень, очень замечательно сделаны, я обратился к авторам этих каналов, к авторам этих материалов. Это Дан Пивоваров, автор одноименного канала Дан Пивоваров, это журналист, и Евгений Михайлов, также автор одноименного канала Евгений Михайлов. Они сделали замечательные материалы, и я обратился к ним с просьбой разрешить мне выставить их материалы здесь у себя на канале, потому что они посвящены Мансуру Хасаеву. И они вчера и сегодня утром я получил разрешение от них для того, чтобы выставить эти материалы на канале. Честно говоря, было очень приятно то, какими словами они это сказали. Сказали: пожалуйста, используйте материалы. И тот, и другой сказали: пожалуйста, используйте материалы, как считаете нужным, лишь бы они помогли освободить невиновного человека Мансура Хасаева. Вот за такую позицию огромное спасибо и Дану Пивоварову, и Евгению Михайлову, и их товарищам, коллегам, которые вместе с ними проводили эту работу, проводили это журналистское расследование и делали эти материалы. Огромное вам спасибо. И с их согласия я выставляю материалы. Первым я выставлю материал Евгения Михайлова, который называется «Кто убил армянского авторитета?». А затем уже впоследствии выставлю несколько материалов Дана Пивоварова. Вернее, не сами материалы, потому что в одном видео у него несколько разных тем бывает, и я выставлю фрагменты, которые посвящены именно Мансуру Хасаеву. Мы будем надеяться, что справедливость восторжествует, что невинно задержанный и осуждаемый парень вернется в свою семью, тем более он является инвалидом. Так что будем надеяться, что в этом вопросе справедливость восторжествует. И в этом вопросе, и в последующем других вопросах также. Всем спасибо за внимание. Ассаламу алейкум.